Наш гала-концерт продолжает сцена из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Постановка английского хореографа Кеннета Макмиллана. Исполняют Анаис Шеллендер и Йозеф Варга.
Цезарь Пуни, ПДД из балета «Карнавал в Венеции», хореография Мариуса Пятипа, солисты Якутского театра оперы и балета, дипломант международного конкурса Юлия Мярина и лауреат международного конкурса «Молодой балет мира» Сарел Афанасьев.
Хореографическая композиция, которую вы сейчас увидите, в истории балета легендарна. И вот в силу каких обстоятельств. Во-первых, создана она великим, выдающимся хореографом XX века Леонидом Якобсоном. И главный ее герой – выдающийся танцовщик XVIII века Огюст Вестрис, которого вся Европа, а танцевал он и в Париже, и в Лондоне, и снова возвращался в Париж, и ему благоволил Наполеон. Вся Европа называла богом танца. Леонид Вениаминович Якобсон поставил эту композицию, которую впору назвать спектаклем или маленьким монобалетом, в 1966 году для другого бога танца. Только тогда его так не называли. В 1966 году в Варне и затем в 1969 году в Москве с этой композицией на международных конкурсах артистов балета выступил Михаил Барышников. Майя Михайловна Плесецкая, которая была членом жюри международного московского конкурса, как-то призналась, что после того, как Барышников показал Вестриса, она поставила из 12 возможных ему 13 баллов, чтобы хоть как-то выразить всю выдающуюся степень этой работы. Огюст Вестрис был не только виртуозом, он был мастером настоящего перевоплощения. И Якобсон задумал так, чтобы перед зрителями прошли не только разные лики, и танцовщика той поры, и танцовщика современного, играющего в артиста далекой эпохи. Не только разные состояния, но и разные возрасты. Вестрис предстает озорным и печальным, молодым
и почтенным в летах. Он разный, насколько разным бывает театр, насколько многомерен танец. Эта композиция нечасто исполняется в концертных программах. Нам сегодня повезло, талантливый артист, ведущий солист Санкт-Петербургского театра балета имени Кобзона Владимир Дорохин, «Эстрис», на музыку Геннадия Банщикова, хореография Леонида Якобсона.
Зов предков. Хореография Изабеллы Максимовой. Студенты и учащиеся Якутского хореографического колледжа имени Аксении и Натальи Посельских. Художественный руководитель колледжа, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Зинаида Попова.
Говорят, если почаще оглядываться через левое плечо, то можно увидеть ангела-хранителя. Я не знаю, можно ли увидеть демона иначе, как на полотнах или на сцене, но стихии человеческого существования, небо и земля, воздух и твердь, они и управляют теми конфликтами в нашей душе, в которой точно иногда поселяются демоны. Похожи ли они на демонов великого русского художника Михаила Врубеля, или они такие, какими их изобразил в своей опере Николай Рубинштейн? Неважно. Важно, что к себе прислушиваться нужно в течение всего земного бытия. И тогда ангелы-хранители точно появятся за левым плечом. Ну а номер, который мы с вами сейчас увидим, по-своему уникален. Он называется «Демон». Его содержание – рождение демона. Его пафос – страдание демона. Потому что и ангелы, которые приносят нам свет, и демоны, которые сеют вокруг нас тьму, они чем-то в сущности между собой похожи и устроены, как мы. Номер поставлен молодым хореографом Ольгой Алферовой на музыку композитора Влада Быстрова и впервые был показан на международном открытом конкурсе «Арабеск» в Перми в прошлом году. Хореограф была удостоена премии за постановку, и специальной премии высшего ранга был удостоен исполнитель этой композиции Давид Залеев.
день рождения. Цветы от председателя наблюдательного совета театра, министра экономики Республики Ольги Федоровой. За годы своего существования фестиваль классического балета «Стерх» представил на сцене Якутского театра оперы и балета немало номеров современного танца, который еще по-другому называют contemporary dance, ну или танец модерн. Танец современный, потому и занимает наше внимание на рубеже веков, и вот уже в первые десятилетия нашего времени, нашего века, потому что он может выразить самую широкую амплитуду человеческих чувств и эмоций и сказать о том, о чем нельзя не сказать. Хореограф Раду Поклитару весьма известен в России, хотя он родился в Кишиневе, учился в Перми, а сейчас имеет свою собственную труппу современного танца в Киеве, много и охотно работает с российскими танцовщиками. Для
солистов Большого театра Анны Тихомировой и Артема Овчаренко он поставил удивительный номер на музыку песни Лидии Руслановой «На улице дождик» и назвал его «Колыбельная». Всегда и любому что-то приходит в жизни в первый раз. И чувство любви, и чувство разлуки, и чувство нежности, и чувство потери. Вот об этом колыбельная. Чужую деревню, в чужую
Ведра поливает, землю прививает, землю прививает, брат сестру качает. Ой, Лешаньки, люли, брат сестру качает. Минкус, Гранпа из балета «Дон Кихот», Ольга Сизых, Александр Волчков, Мария Артамонова.
Сарел Афанасьев, Надежда Корякина, Ренат Фок, Владимир Доройко, Екатерина Дайшина, Анна Оль, Давид Залеев, Анна Тихомирова, Артем Овчаренко, Анаис Шеллингер, Йозеф Барка, Ольга Сизых, Александр Волчков, седьмой Всероссийский фестиваль классического балета «Стерх». Наталья Садовская. Ира Габышева. Мария Сальдыкулова.